Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс» – курс лекций кандидата философских наук Надира Бекирова об истории народов Крыма. Эта часть посвящена самому многочисленному коренному народу полуострова – крымским татарам. В этой лекции вы узнаете, что писал в XVIII веке французский просветитель и философ Монтескьё о татарах, победоносном и великом народе, которому не хватало своих историков. У нас сегодня лекция, содержание которой, наверное, заденет очень многих, как крымских татар, так и людей других национальностей, которые это слушают. Потому что, собственно говоря, сегодня начало небольшого такого микроцикла лекций о крымских татарах как таковых. Прежде чем переходить к характеристике народа нашего, крымских татар, которым я имею честь принадлежать, в каких-то отдельных нынешних культурных, языковых характеристиках и так далее, конечно же, нужно посмотреть и историю возникновения нашего народа, крымских татар, и смысл самого названия татарин или татар, потому что татарин – это русская форма, она так нигде и никогда не существовала. И до того, как я буду продолжать, я хочу привести цитату одного очень известного человека о его рассуждениях о татарах. Это выдержка из романа Шарля Луи Монтескьё о татарах, тюрках. Это роман, который у него заглавлен в «Персидские письма». И он вышел, и это тоже имеет важное значение, на мой взгляд, в 1720 году. Почему это важно, я позже поясню. Итак, из всех народов мира ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ – настоящий повелитель вселенной. Все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй. Во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов. Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола. Они владыки Персии, они восседают на троне Кира, Гестаспа. Они покорили Московию. Под именем тюрок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над 3 частями света. А если говорить о временах более отдаленных, то именно от татар произошли некоторые из народов, разгромившие Римскую империю. Что представляет собой завоевание Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана? Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении. Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем. Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, немало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях. Действительно важно, кто это написал, когда это написал. Я прошу обратить внимание, что для французского просветителя, философа и литератора начала XVIII века, то есть это эпоха, когда в том числе Крымское ханство было вполне себе живым и могущественным государством, как бы настоящими татарами, вот той поры, когда он жил, были крымские татары. Потому что, к сожалению, Казань, Астрахань, Сибирь, другие части Золотой Орды уже давно были разгромлены, покорены, и практически Европа не имела никаких внятных сведений о них, об их существовании, об их судьбе, ситуации в тот момент. Но крымские татары были в Восточной Европе соседями всей Центральной и Западной Европы, и, в общем-то, это был такой живой, актуальный народ для тех пор. Не просто народ, а народ с сильным и важным для европейских событий, европейской ситуации государством. С другой стороны, Монтескьё демонстрирует свою глубокую историческую осведомленность, потому что, когда он говорит, что в татары уходят и народы, которые приняли участие в разгроме Римской империи, разумеется, он имеет в виду гуннов, булгар, чуть позже хазар. Когда он говорит о
империи великих моголов, то надо понимать, что это не монгольская империя, это как раз сосуществовавшая с ним и бывшая тогда тоже в расцвете своего могущества империя на большей части индийского полуострова или субконтинента, которую возглавляли потомки Бабура из серии из чингизидов. Когда он говорит о Северном Китае, да, тогдашняя династия, она выходила из потомков Чингисхана. Когда он говорит о Московии, то надо понимать, что Россия только в самом конце 1600-х годов перестала выплачивать ежегодные обязательные подарки крымскому хану. И хотя Петр I уже провозгласил ее империей, по сути говоря, Западная Европа еще не рассматривала Россию как, несмотря на ее огромные просторы, несмотря на победы над шведским королем, как государство или общество, достаточно мощное, чтобы сравняться по силе и могуществу с ведущими европейскими державами той поры, то есть Франции, Великобритании, Испании и так далее. Конечно же, в силу, так сказать, своей эпохи главным деянием и привлекающим внимание этого по тем временам энциклопедически образованного человека привлекает завоевание. Он считает завоевание, создание государств, что в значительной степени соответствует действительности, потому что на самом деле он правильно отмечает, что татары создали не одно государство, не одну империю, не одну разрушили. Он очень важное замечание делает относительно того, что на 3 континентах. На каких же 3? В Африке это мамлюки, которые в буквальном смысле татарами не были, но были тюрками. И Монтескье воспринимает, в общем-то, слово «татар» как синоним слова «тюрок». Причем сами тюрки и татары воевали между собой многократно, и, в частности, сами мамлюки, преимущественно в тот момент половцы, позже черкесы в том числе, они были образованы, их армия из числа завоеванных, покоренных, проданных рабства, как раз дошедших до Египта, половецких, и не только половецких, но преимущественно половецких мальчиков. И он понимает, что половцы, разгромленные в свое время татарами, они также вошли в состав татар, поэтому это была война с 2 сторон. Одних и тех же племен, но, по крайней мере, родственных народов. Для него татары – это синоним слова «тюрки». И он делает очень важное замечание, что татары, к сожалению, не обращали внимания на то, чтобы, в той мере, как это делали европейские народы, и китайцы, например, чтобы фиксировать свою историю, записывать ее, делать хроники, описания и так далее, как такую государственную задачу, с чем, собственно говоря, мы и сталкиваемся, потому что об истории тюрок и татар, в частности, мы в настоящее время судим больше по иноземным источникам. Это могут быть античные авторы, это могут быть, опять-таки, китайцы разных эпох, это могут быть арабы, персы. И очень мало, собственно говоря, тюркских источников. Хотя выясняется уже после Монтескье в последние десятилетия, столетия, что какие-то исторические труды по истории татар, тюрок вообще, и в частности крымских татар, все-таки существуют. Но, конечно, они не обладают тем эпохальным охватом, многовековым, как многие западноевропейские русские хроники и летописи. Однако, несмотря на всю разность в мировоззрении западного европейца, француза, просветителя с, мировоззрением тех, о ком он пишет, татар, надо понимать, что жанр персидских писем – это условный жанр. По сути говоря, Монтескье высказывает свое собственное отношение к этому народу или к этой группе народов, и это очень высокая оценка для той поры. И надо сказать, что, в общем-то, если были упущения той эпохи 300 лет назад, когда в том числе крымские татары имели все возможности заниматься своей собственной историей, фиксировать ее, записывать, собирать, возможно, оно так и было, но по приказу
из Москвы в 1848 году. Все доступные рукописи, написанные арабской вязью в Крыму, были собраны царской администрацией, сожжены. Какая-то часть, как мы убеждаемся, вот то одно, то другое появляется, сохранилась. Сохранилось даже в Крыму или в каких-то частных руках. Конечно, огромное количество этих рукописей до сих пор лежит в османских архивах. Просто не прочито, некому и некогда этим заниматься. Среди самих крымских татар, к сожалению, тоже нет специалистов по крымско-татарской истории глубокой. Для этого нужно знать и османскую письменность, иметь возможность там работать в этих архивах. И это дело ни одного года, ни одного человека, ни одного десятилетия. Но, по крайней мере, то, что нам доступно из разных других возможных источников, и то, что нам возможно в рамках, так сказать, нормальной человеческой логики, я попытаюсь изложить сегодня, вкратце, потому что это жанр устной лекции, а это не работа там академии или там специального научно-исследовательского института, как это делают народы, у которых есть свое государство, или хотя бы подобие этого государства, как Академия наук Татарстана или Академия наук Израиля, допустим. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете, почему народа монголо-татары в истории никогда не существовало, а также узнаете, что писали китайцы и монахи-францисканцы о татарах.